Один из поводов для резкого недовольства населения Таджикистана – это стремительно сокращающиеся переводы трудовых мигрантов из России. Кроме того, около 400 тысяч человек стали так называемыми запретниками, невыездными гражданами, попавшими в черный список ФМС. Только малая их часть сумела найти работу на родине, большая же присоединилась к армии безработных. Насколько велика вероятность социального взрыва, массовых демонстраций, пикетов и акций неповиновения в Таджикистане? Что будут делать власти в случае такого развития событий? Мнение эксперта по региону. Я думаю, что, конечно, Таджикистан в разные периоды с различными скоростями движется к очень серьезным переменам. Я не исключаю, что на самом деле в следующем году, весной или летом следующего года, возможно, какие-то серьезные события в Республике Таджикистан. Это будет связано, на мой взгляд, не только с ухудшением, резким возможным ухудшением социально-экономической ситуации и, соответственно, с ростом безработицы, с просто элементарными проблемами выживания людей. Но это будет связано еще и с проблемами безопасности, с активностью исламистского, экстремистского подполья и так далее. Поэтому я думаю, что с активностями настоящих террористических групп, а не тех террористов, которыми сегодня команда Эмомали Рахмона пугает общественное мнение в республике. Очевидно, что власти все-таки готовятся встретить массовые демонстрации населения в штыки. На днях в республике был принят законопроект о внесудебной блокировке мобильной связи и интернета в районах, где проводятся спецоперации силовиков. Ранее органы связи были вынуждены объяснять ограничения якобы техническими неполадками. Теперь им и такого объяснения не требуется. Сейчас же парламент рассматривает законопроект и о лицензировании провайдеров спутниковой связи, разрешение которым будет давать не служба связи, а органы госбезопасности. Связаны ли эти тотальные ограничения всех видов связи в случае чрезвычайных ситуаций с ожиданием властями народных выступлений? Возможно ли в условиях Таджикистана повторение андижанских событий, когда после расстрела людей Узбекистан на долгое время лишился связи с внешним миром? Интервью эксперта по региону. Эмомали Рахмонова команда уже на протяжении всего этого года, всего 2015 года, начиная с выборов в парламент, которые состоялись в начале 2015 года, она планомерно готовится к введению чрезвычайного положения в республике. Будет ли это продиктовано социальными беспорядками, связанными с безработицей или с ухудшением уровня жизни, и это будет продиктовано террористической угрозой и так далее. Это, честно говоря, уже не важно. Важно то, что вот этими своими действиями Рахмон фактически подтверждает, что республика движется в направлении катастрофического сценария развития ситуации. И в соответствии с этим там команда действующего президента отрабатывает технологии, приемы, создает нормативную базу для фактически введения чрезвычайного положения в Таджикистане.